Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я, ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. В Якутске прошла репетиция марша победы собаководов. Серебро завоевала сборная Якутии по хоккею на турнире в Казани. Более 1700 лыжников и сноубордистов спустились по склонам горнолыжного курорта. Трасса Якутск-Нижний Бестях официально закрыта с сегодняшнего дня, 19 апреля. Трансфер пассажиров из Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях будет осуществляться суднами на воздушной подушке с посадкой в 202-м микрорайоне в зоне городского пляжа. Также напомню, что по приказу Минтранса региона с 15 апреля запрещено движение автотранспортных средств по ледовым переправам Хатасы-Павловск, Кангаласы-Сотинцы, Устьмая-Эльдикан. Дорожники восстановили транспортное сообщение по автодороге Яна в Якутии. Сейчас они расширяют объездной путь на 132-м километре трассы с помощью тяжелой техники. Об этом передает Управдор региона. Напомним, ранее в ночь на воскресенье проезд временно закрыли в связи со сходом лавины в районах перевалов Малый и Большой Альчан в Тампонском районе. В результате погиб мужчина 1996 года рождения. Накануне вечером проезд обеспечили со стороны села Тополиное. Сборная Якутии по хоккею с шайбой завоевала серебряные медали на турнире в Казани. В решающем матче юные хоккеисты одержали победу со счетом 2-1 над клубом «Северсталь» из Екатеринбурга. Победный гол за 1,5 минуты до финальной сирены забил Артур Вебер. В соревнованиях принимали участие 8 команд из Свердловской и Вологодской областей, Татарстана, Башкирии и Якутии. В состав нашей сборной вошли игроки из городов Якутск и Нерюнгри. Тренируется команда под руководством Дениса Чудинова и Александра Чернокнижного. Одерживает победу Якутия. Сразу же вылетают на лед, сбрасывают краги и клюшки и празднуют победу. Это была славная охота, дорогие друзья. Это был отличный матч, который стал настоящим украшением турнира. И просто готов поаплодировать обеим командам. Это было здорово. Более 1700 лыжников и сноубордистов спустились по склонам горы Зеленая горнолыжного курорта Шеришек в рамках ежегодного фестиваля «Грелка-фест» в Кемеровской области в субботу. По словам организаторов мероприятия, в этом году гостей ждала насыщенная программа, в том числе карнавальный спуск и прыжки в бассейн на лыжах и сноубордах. Хедлайнерами фестиваля стали группы The Haters и Отпетые мошенники, а также музыкант Шура. В связи с пандемией участие в мероприятии приняли только жители российских городов, однако география фестиваля значительно расширилась. Грелка-фест посетили жители более 16 регионов. Организаторы внимательно подошли к вопросу безопасности участников, сделали онлайн-регистрацию на мероприятие, а также установили 2 сцены, чтобы люди могли сохранять социальную дистанцию. Следить за фестивалем в этом году также можно было дистанционно. Павода, к сожалению, опасное время не только для людей, но и для братьев наших меньших. Так уже не раз в эфире Ice News я рассказывала вам о спасении животных на льду. Вот и в этот раз в Петрозаводске отважные мужчины спасли собак из ледяного озера. Тонущих животных заметили прохожие и вызвали спасателей, а 2 мужчин, не раздумывая, бросились в ледяную воду и помогли животным добраться до берега, разбивая лед вокруг себя локтями. Уже на берегу героев и спасенных собак встретили спасатели. А тем временем якутские энтузиасты не теряют надежду на то, что в этом году парад Победы все-таки состоится. Так, в столице республики, несмотря на снег, ветер и гололед, прошла репетиция военно-патриотического шествия людей и их питомцев. Отмечается, что это уже 2-я репетиция собаководов.
Никакая зима и ранняя весна в Якутии не обходится без веселых скатываний с горки. Многие любят запечатлеть момент своего веселья, однако ничто так не передает дух ребячества, как веселый оператор. В соцсетях завирусилось одно из таких забавных видео, где, пожалуй, главную роль играет человек, держащий камеру смартфона. Синоптики прогнозируют снегопад на территории столицы и 6 районов республики в ближайшие сутки 19 апреля. По данным Якутского гидрометцентра, мокрый снег, местами сильный, ожидается в Амгинском, Чурапчинском, Тампонском, на западе Усть-Майского районов. В Алданском, Нерюнгринском районах также выпадет мокрый снег, однако местами скорость ветра будет достигать 17-22 метров в секунду. В Якутске также продолжится снегопад, ветер северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Днем порывы от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 8-10 градусов, днем минус 1-3 градуса. Это были все самые холодные новости к этому часу. До встречи!